Первая колонна из автомобилей уже выстроилась в ожидании открытия переправы. По сравнению с прошлым годом, в этот раз эксплуатацию объекта Хатас-Павловск запустили гораздо позже из-за сложившихся погодных условий. И то приходилось дополнительно намораживать ледовый покров. Намораживание льда производится помпой на базе трактором ТЗ-82. И на торосах работают две бригады. Они заливают мотопомпами. Сейчас минимальная толщина льда на участке составляет 35 сантиметров, так что движение разрешено для автомобилей общим весом не более 3 тонн. Впрочем, о безопасности водителей не забыли. Переправа оборудована с обоих берегов. Полностью переправа обустроена, установлены знаки с скоростным режимом 20 км в час. В целом оборудовано с двух сторон, с левого берега и правого, пунктами весового контроля. Грузоподъемность на переправе будут поднимать поэтапно. Как сообщает Минтранс Якутии, ориентировочно с 20 декабря по ледовой переправе Хатас-Павловск разрешат движение транспорта до 20 тонн. С 28 декабря до 30 тонн, а с 6 февраля до 40 тонн. С 5 же января заработает автозимник Якутск-Нижний Бестях. С 13 января там грузоподъемность увеличат до 20 тонн, с 20 января до 30 тонн, с 5 февраля до 40 тонн. Для того, чтобы инстинкт самосохранения был выше желания оказаться на том берегу, Управлением автодорог республики организована на берегах реки Лены круглосуточная работа пунктов весового контроля и видеофиксация. И хотелось бы отметить водителям передвигаться только по официальным открытым ледовым переправам с соблюдением тоннажа. И после всех необходимых процедур и проверок автомобили начинают свое движение по только что открывшейся переправе. Максимальная толщина льда по направлению Хатас-Павловск со временем должна составить 80 сантиметров. Надежда Саханская, Алексей Степанов, Павел Пахомов. Хатасы.